С 1994 года с поправкой в 2-3% в Абхазии появилось на свет 48 520 человек. Умерло 40 163. Плюс 8 357. С 1994 года. Плюс между родившимися и умершими. Родившихся плюс 8 357. Переворачиваем страницу. Теперь то, что волнует обоснованно, да, вас всех харарайто хаззиге. Число родившихся и умерших абхазов. Образование национальности. Родилось абхазов 31 462 человека. 31 462. Умерло 12 833. Плюс 18 629 человек. Это в том числе и в адрес тех, кто посыпает голову пеплом, кто связывает демографию с апарт-отелями, с гостиницами, с экскурсиями, со многим другим. Так. Так вот, нам надо опасаться не апарт-отелей, а таких заболеваний, как ковид. Запомните, запишите, что сделал ковид. До ковида, значит, браки, которые были 19-20 год, в 2020 году появилось на свет 955 абхазов. 955, переходящий 19 на ковидный 20 год. В 2021 году число родившихся абхазов уменьшилось на 100. В 2022 году число умерших абхазов уменьшилось еще на 200. Вот чего надо опасаться. Вот где реальная угроза демографии. Вот где реальная угроза демографии. Подобного рода болезни и многое другое. Если будет плохая медицина, не будет начального выявления, автоаварии, 90 с лишним процентов погибших в автоавариях граждан за все эти годы абхазы. Вот чего надо опасаться. Чего надо опасаться. Вот тут должна быть реальная, серьезная полемика. Как сделать, чтобы число погибших абхазов в автоавариях, по болезням уменьшалось в разы. Эта полемика достойна поддержки и достойна уважения. Все остальное – это околоэкономические спекуляции, настоянные на масле, которое называется политика. Больше ни на что. Тезис такой: мы им не дадим это сделать. Мы придем к власти, мы сделаем это сами. Не только в плане апарт-отелей. Таких тезисов очень много.